Селемецизбе. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео демонстрируют способ, с помощью которого русскоязычные люди могут легко и быстро запоминать казахские слова и постепенно начать понимать и разговаривать, надеюсь, на казахском языке. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как халық. Халық, вот здесь вот к с хвостиком, она звучит не к, не х, а к. Халық. Халық – это народ. Если у вас сложности с произношением этого слова, вы можете загуглить его и попроизносить его несколько раз. И у вас все получится, я думаю. Ну, что такое народ, я думаю, что все знают. Но могу сказать, что быстро пройтись по этому слову, что это, в принципе, это какой-то, либо это какой-то этнос, либо это население какого-то государства или какого-то региона. Или, в принципе, это может быть какое-то скопление, большое скопление людей. То есть в разных вариантах. Я подобрала вот такую картинку. Вот здесь вот люди, вот за ними еще люди. То есть, ну, сразу понятно, что они в казахских национальных костюмах. Это, скорее всего, казахи. Это народ. Или казахстанцы, народ. И, как обычно, мы начинаем составлять предложение со словом народ, халық. Подставляем вместо слова народ слово халық. У нас есть, в Казахстане есть халық банк. Ну, вы теперь понимаете, что это народный банк, то есть банк для народа. На самом деле, любое правительство, я думаю, оно должно думать и ставить интересы народа, халық, прежде всего. То есть любое правительство в первую очередь заботится о халық, о его благосостоянии, о его интересах и о его доходах, о его здоровье, о его образовании. Вот. Халық любого государства имеет право на то, чтобы участвовать в выборах этого государства. Вот. В некоторых государствах халық, ну вот я знаю точно, в Северной Корее халық настолько бесправный, что он не имеет права, мне кажется, даже подстричься по-другому. То есть у них есть там несколько как бы шаблонов стрижек, да? И если ты не попадаешь в этот шаблон, то ты не имеешь права так стричься. Ужас. Ужасно. Вот. В некоторых странах халық имеет много прав и преимуществ. Но основные права халық у нас прописаны в Конституции Казахстана. И если кто-то пытается, например, продавить какой-то закон или какой-то, ну, я не знаю, закон, да, который идет вразрез с Конституцией Казахстана, такой закон нельзя принимать. Почему? Потому что он просто-напросто нарушает пункт закона, пункт самого главного закона Казахстана, Конституции. Для того, чтобы халық Казахстана был счастлив, добивался, в первую очередь он должен обучаться. Обучение, как говорил наш великий просветитель, вы, наверное, может, слышали про него, Ыбырай Алтынсарин, он говорил: учиться, учиться, учиться. Как Владимир Ильич Ленин в свое время тоже говорил: учиться, учиться, учиться. Да? У него даже есть такое стихотворение. Оқы, оқы, оқылық. Оқы – это
учиться. Я думаю, что самое главное условие для процветания любого халак – это его обучаемость, обученность, его интеллектуальный уровень. Поэтому очень важно детям прививать желание обучаться, желание учиться чему-то новому и способность, конечно, учиться обязательно, потому что учиться, ну, это тоже труд, это прям большой труд. Поэтому у нас, у казахов, вообще учиться приветствуется. Вот, например, у халык казахов приветствуется. Вот, например, мой дед, он родился, по-моему, в конце 19 века, то есть 1896, что ли, или 98 год, точно не помню, точно не знаю даже. Вот. И его отправили в Уфу учиться в медресе. Хотя по тем временам это прямо, это, знаете, это прям как... Даже не могу сказать, как. Равносильно тому, что сейчас отправить своего там какой-нибудь... отправить своего отпрыска в деревне какой-нибудь, какая-нибудь семья отправить своего сына учиться в Гарвард. Вот, потому что, ну, это прямо действительно по тем временам это было очень... То есть халык стремился всегда, ну, не весь халык, конечно, но стремились к знаниям. Вот, конечно, халык не может быть однородный, то есть все такие крутые, все такие стремятся к знанию. Нет, нет, конечно, любой халык, он неоднородный. Среди любого халык есть прослойка интеллигенции, есть прослойка религиозных деятелей, да, есть. Ну, на самом деле, каждый человек рождается со своей целью, правильно? Кто-то рождается быть технарем, кто-то рождается быть артистом, творческим человеком, да, для этого тоже нужны свои способности. Поэтому халык не может быть однородный. Это нормальное явление. Мы все абсолютно разные. Вот. Но что нас объединяет, это то, что мы живем в одном государстве. У нас одни интересы, то есть интересы сделать наше государство процветающим, сделать так, чтобы любой человек в нашем государстве добивался своего, был успешен, имел достаток, имел здоровье, имел возможность обучиться, имел возможность участвовать в жизни государства. Поэтому основное, что нас объединяет как халык, это как раз-таки то, что у нас единые цели. Все мы разные, но у нас единые цели. Так же, как нас в нашем канале объединяют единые цели начать разговаривать на казахском языке. Вот. Составляйте предложение со словом халык и запоминайте его на всю жизнь. Вы и есть халык. И вы достойны всего самого хорошего. Сау болыңыз. До свидания.